Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Институте развития образования на вебинаре «Подготовка к основному государственному экзамену по математике». И я рада сегодня представить Русанову Марию Анатольевну, учителя физико-математического лицея-интерната, а также эксперта Республиканской предметной комиссии по проверке экзаменационных работ по математике, которая сегодня перед вами выступит с докладами о подготовке к основному государственному экзамену по математике, ну а также расскажет о типичных ошибках и затруднениях обучающихся по математике. Но прежде чем передать ей слово, я бы хотела немножечко остановиться на дистанционном обучении. Обратите, пожалуйста, внимание, на сайте Института развития образования создан раздел, который называется «Методическая поддержка дистанционного обучения». Здесь размещена актуальная информация для педагогов и родителей о платформах, ресурсах и сервисах дистанционного обучения, об открытых ресурсах электронных библиотек и издательств учебной литературы, о платформах, ресурсах и сервисах в сфере культуры, инструкции, рекомендации по эффективному использованию ресурсов и сервисов, вебинары, онлайн-семинары, информационные сессии, видеолекции, а также открытые онлайн-курсы. Обратите внимание, в самом разделе есть ссылки родителям, учителям, а также преподавателям. Надо сказать, что уже с 16 марта 2020 года Коми-Республиканский институт развития образования в целях методической поддержки педагогов образовательных организаций провел серию обучающих мероприятий по организации дистанционного обучения для педагогов Республики Коми. На сайте института в разделе «Видеозал» вы также можете посмотреть видеозаписи вебинаров, семинаров, конференций по вопросам использования федеральных и республиканских ресурсов для организации дистанционного обучения. Они представлены с 2018 года на сайте. Также рекомендуем вам зайти на портал «Открытое образование», там тоже размещена информация об организации дистанционного обучения. Я прошу довести информацию до всех педагогов, которые работают в ваших муниципалитетах, в ваших образовательных учреждениях, и мы очень просим, чтобы именно этими методическими рекомендациями воспользовались наши педагоги. Ну а сейчас я передаю слово Марии Анатольевне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я хочу поблагодарить вас за то, что вы, несмотря на свою занятость, в период дистанционного обучения нагрузка на учителя в 2 раза больше стала, но вы все-таки нашли время и пришли, чтобы поучаствовать в вебинарах, которые посвящены очень актуальной теме. Это подготовка к государственной итоговой аттестации как в формате ОГЭ, так и ЕГЭ. Эти вопросы в связи со сложившимися обстоятельствами наиболее актуальны, так как наши дети, учащиеся, не могут сейчас обучаться в привычном для них формате, поэтому создаются определенные трудности. В своем выступлении я коснусь таких вопросов, как проблемы, возникающие у нас с вами при подготовке к ОГЭ, об изменениях в структуре экзамена по математике в 9 классе, акцентируем внимание на типичных ошибках и затруднениях учащихся, рассмотрим варианты решения некоторых типов задач второй части, обратим внимание на оформление их. И если останется время, то я хочу поделиться с вами своим собственным опытом осуществления дистанционного обучения при подготовке к экзамену. Я остановилась именно сегодня провести занятия, уделяя внимание именно подготовке к ОГЭ, так как я считаю, что это наиболее актуально сейчас, так как учащиеся 9 классы впервые приступают к государственной итоговой аттестации,
И, ну, в общем-то, как бы, наверное, больше затруднений просто больше испытывать будут и учащиеся, и учителя. Ну и, наверное, 1 апреля, да, если у нас все-таки получится так действительно, то я проведу вебинар «Подготовка к единому государственному экзамену» и рассмотрю, ну, если вы можете порекомендовать мне, на что сделать акценты, так как в структуре единого государственного экзамена особенно никаких изменений не предвидится, поэтому, может быть, вам интересно будет акценты на какие-то другие моменты расставить. Итак, значит, подготовка к ОГЭ. Существует множество вариантов подготовки к итоговой аттестации, и, конечно же, идеального варианта нет. С какими основными проблемами на этапе подготовки к экзамену по математике в формате ОГЭ мы сталкиваемся с вами? Конечно, это прежде всего сложность самой математики как науки. Математика – это один из предметов, которые требуют понимания, практики и систематизированных знаний. Математика – это одна из самых сложных школьных дисциплин, вызывающих трудности у многих учащихся. Также нельзя не учитывать и психофизиологические возрастные особенности учащихся 9 классов, которые заключаются в пересечении возрастных черт подростковых и уже юношеских. В-третьих, структура контрольно-измерительных материалов ОГЭ по математике в этом году претерпевает изменения. Новые КИМы ОГЭ будут учитывать требования новых стандартов. Акцент сделан на практикоориентированные задания. Для их выполнения требуется продуктивное использование полученных знаний, умение отбирать и комбинировать необходимые данные, находить оптимальные пути решения. Если говорить о подготовке к ОГЭ, то это должна быть целая программа. В основу программы должны быть положены следующие концептуальные положения. Это личностный подход, педагогика успеха, педагогика сотрудничества. Необходимо индивидуализировать обучение трудных и одаренных. Обязательно органическая связь индивидуальной и коллективной деятельности. Подготовленность к чему-либо понимается как комплекс приоритетных знаний, навыков, умений, качеств, позволяющих успешно выполнять определенную деятельность. В готовности учащихся к сдаче экзамена в формате ЕГЭ и ОГЭ можно выделить следующие составляющие. Это предметная готовность или содержательная еще ее называют. Это готовность по определенному предмету, умение решать тестовые задания. Информационная готовность – это информированность о правилах поведения на экзамене, информированность о правилах заполнения бланков. Психологическая готовность – состояние готовности, настрой, внутренняя настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. Кстати, последние два, особенно психологическая готовность в связи со сложившимися обстоятельствами в последнее время, когда школы на продолжительное время вынуждены выйти на дистанционное обучение, являются, наверное, все-таки наиболее актуальными. Но мы остановимся подробнее на предметной все-таки или содержательной составляющей. Для этого сформулируем принципы построения методической подготовки к экзамену. Первый принцип – тематический. Это эффективнее выстраивать такую подготовку, соблюдая принцип от простых типовых заданий к сложным. Второй принцип – логический. На этапе освоения знаний необходимо подбирать материал в виде логически взаимосвязанной системы, где из одного следует другое. На следующих занятиях полученные знания способствуют пониманию нового материала. Третий принцип – тренировочный. Для эффективной подготовки как к ОГЭ, так и к ЕГЭ нужна тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Необходимо довести решение задач до автоматизма. На уроках и консультациях учащимся предлагаются тренировочные тесты, выполняя которые дети могут оценить степень подготовленности к экзаменам. Четвертый принцип – индивидуальный. На уроках каждый ученик может не только выполнить тест, но и обязательно получить ответы на вопросы, которые вызвали затруднения. Пятый принцип – временной. Все тренировочные тесты следует проводить с ограничением времени, чтобы учащиеся могли контролировать себя, за какое время, сколько заданий они успевают решить. Шестой принцип – контролирующий. Максимизация нагрузки по содержанию и по времени для всех учащихся одинаково. Это необходимо, поскольку тест по своему назначению ставит всех в равные условия и предполагает объективный контроль результатов.
Следуя этим принципам, можно сформировать у учеников навыки самообразования, критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации, самоконтроля. Наша с вами цель состоит в том, чтобы помочь каждому школьнику научиться быстро решать задачи, оформлять их четко, компактно, развивать способность мыслить свободно, без страха, творчески, постараться давать возможность каждому школьнику расти настолько, насколько он способен. Общеизвестно, что даже небольшие пробелы в знаниях ведут к существенным потерям в баллах. Результаты экзамена показывают, что наиболее успешно школьники справляются с заданиями, требующими знаний ограниченного набора математических формул, законов, правил, а также с заданиями, где нужно применить хорошо отработанные алгоритмы решения уравнений, например, неравенств, преобразования выражений. Задания же, в которых требуется интеграция знаний из различных разделов курса алгебры, а также задания, связанные с применением знаний в новой ситуации, в том числе практического характера, вызывают серьезные затруднения у школьников. Таким образом, общие результаты экзамена показывают, что у школьников в недостаточной мере сформированы логическое мышление, общеучебные умения, это умение сравнить, классифицировать, умение анализировать информацию, навыки работы с тестовыми заданиями, вычислительные навыки и умение грамотно оформлять решения. Результаты экзамена позволили выявить элементы содержания образования, которые недостаточно усвоены выпускниками. К ним относятся задачи, в условиях которых встречаются проценты, графическое решение неравенств, графическое решение систем уравнений, решение текстовых задач, способы задания последовательностей, построение графиков различных функций. Традиционно тема проценты считается самой трудной для учащихся. Очевидно, это происходит в силу того, что навыки решения простейших задач на проценты отрабатываются в школе крайне мало, в силу особенностей расположения материала в учебниках только в 5-6 классах. По разделу «Тождественные преобразования» сложности возникают при решении задания, связанного с преобразованием выражений, содержащих арифметический квадратный корень. Типичные ошибки при выполнении такого рода заданий заключаются в незнании свойств корней, в незнании формул. При решении задач по теме неравенства трудности у школьников вызвало графическое решение квадратного неравенства. Сложности при выполнении задания связаны с тем, что учащиеся затрудняются в переводе аналитически заданного неравенства на графический язык. Раздел же последовательности и прогрессии вызвал самые большие затруднения из всех заданий. Эта тема очень неоднозначна. С одной стороны, учащиеся в большинстве школ знакомятся только с частными видами последовательности и прогрессии. Причем это знакомство носит все-таки формальный характер, так как большинство задач сводится лишь к применению ограниченного набора формул. В разделе «Функции и графики» сложности возникают с интерпретацией графика реальной зависимости. Кроме вышеуказанных, можно выделить еще ряд типичных ошибок. Это ошибки при соотнесении формулы, задающей функцию, и графика. При применении различных формул, свойства корней, формулы сокращенного умножения, при выполнении действий с числами, заданными в стандартном виде. Анализ вот этих вот ошибок, которые были только что перечислены, этот анализ сделан на основе, наверное, 2 последних экзаменов, которые прошли у нас. Итак, если вообще говорить об изменениях в структуре КИМов, то эти изменения коснулись только первой части. То есть мы говорим о незначительных изменениях. Авторы разработки КИМов говорят, что все-таки незначительные изменения в КИМах – это только первой части, и всего лишь 5 новых задач, которые моделируют жизненные ситуации, и во второй части экзамена все осталось без изменения. Но что хочется сказать, вот как бы насчет вот этого
термина «незначительные изменения». Сначала, на первый взгляд, казалось, да, действительно так, когда просмотришь всю структуру, кажется, ну, слава богу, только первые 5 заданий, остальное все без изменения. Но вот уже прошло, можно сказать, больше половины учебного года, и опыт проведения диагностических, тренировочных работах в школах, я вам даже скажу, что даже в гимназиях и в лицеях, показывает, что у обучающихся возникают трудности уже и при решении первой части экзаменационной работы. То есть возникают трудности при самой подготовке к решению задач данного типа. То есть массово учащиеся допускают ошибки именно в этой первой пятерке задач. Но в чем же здесь могут быть какие проблемы? То есть, ну, как бы опасные такие задачи, можно сказать, что коварные. Действительно, как бы это немножечко эффект неожиданности, потому что таких задач в учебниках мы практически не встречали. Сейчас, может быть, они будут появляться. То есть это неизвестность, нужно привыкать. Это умение работать со схемами, с таблицами, с графиками, с диаграммами, но больше со схемами, уметь читать. Как правило, первая задача, то есть само содержание задачи содержит очень большую информацию, что наши дети, учащиеся, не привыкли, в общем-то, читать текст, и это уже напрягает, и задачу либо не хочется читать и приступать к решению ее, либо читают через строчку, то есть невнимательно, и допускают ошибки. Далее можно сказать, что опасность и нехорошесть, что ли, вот этой пятерки задач заключается в том, что эти задачки, они взаимосвязаны друг с другом. И если учащийся по каким-то объективным или субъективным причинам, или по невнимательности, может допустить ошибку в какой-то одной из задач, то это повлечет автоматически за собой ошибку в других задачах. А так как это тестовая форма, то есть ребята забивают ответы в бланке, то, соответственно, ответы будут неверные, и первые 5 задач сразу же выпадают из решения, что влечет очень, в общем, падение сразу же процента, сразу же этого среднего балла уже по первой части. То есть из 20 минус 5 задач это уже значительный, как бы такой процент потери. В методических пособиях, то есть, возникают трудности при самой подготовке к решению задач данного типа и у учащихся, и у учителей, так как в школьных учебниках, как уже было сказано, таких задач почти нет, их очень мало. В методических пособиях практикоориентированные задачи встречаются также пока еще редко. Методик использования таких задач и их составления при обучении математике разработаны еще недостаточно на сегодняшний день. Поэтому учителям, чтобы решить эту проблему, необходимо научиться составлять самим практикоориентированные задачи и определять их место на уроках математики и во внеклассных мероприятиях. Но можно, в принципе, об этом говорить подробно, как бы можно говорить много, и, может быть, даже это тема отдельного семинара. Я хочу сказать, что в заключении этого семинара, вебинара, я покажу несколько документов, ссылочки, которые могут помочь при подготовке учителей и учащихся к решению вот данных задач. Но сейчас я не буду отвлекаться, чтобы уже не сбиться, не открывать эти документы. То есть в конце я продемонстрирую это. Итак, ко второй части. Часть вторая экзаменационной работы направлена на проверку владения материалом на повышенном и высоком уровне. Основная ее цель – более точная дифференциация учащихся по уровню математической подготовки. Задания второй части модулей алгебра и геометрия направлены на проверку таких качеств математической подготовки выпускников, как уверенное владение формальным оперативным алгебраическим аппаратом, умение решить планиметрическую задачу, применяя теоретические знания курса геометрии, умение решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры и геометрии, умение математически грамотно и ясно записать решения, приводя при этом необходимые пояснения и обоснования. Ну а также владение, конечно же, широким спектром приемов и способов рассуждения.
Анализируя данные, отметим имеющееся соответствие между уровнем сложности задания и процентами его выполнения, что свидетельствует о том, что вторая часть работы выполняет свою дифференцирующую функцию. Результаты выполнения заданий с 21 задания по 26 на сегодняшний момент остаются все-таки достаточно низкими. На экране вы видите таблицу, в которой показан средний процент выполнения того или иного задания второй части в среднем по региону. То есть задание 21 направлено на проверку таких элементов, как умение выполнять преобразование алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и их системы. Это задание относится к повышенному уровню, и средний процент выполняемости по региону составляет чуть больше 17%. Задача номер 22 направлена на проверку умения строить и исследовать простейшие математические модели, решать текстовые задачи любого типа, выполнять преобразование алгебраических выражений, решение уравнений и их систем. Это тоже повышенный уровень сложности, и средний процент чуть меньше 5%, то есть около 5%. 23 задание направлено на умение строить и читать графики функций, выполнять преобразование алгебраических выражений, но что влечет за собой также умение решать уравнения, неравенства, системы, строить и исследовать простейшие математические модели. Это уже высокий уровень сложности, и процент выполняемости чуть больше 1%. Модуль геометрии. Задание номер 24, как и задание номер 26, направлено на проверку таких умений, как выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Но задание 24 на повышенном уровне, а задание 26 на высоком уровне. Задание 24 по региону процент выполняемости около 4, а задание номер 26 0,13. Задание номер 25 направлено на проверку элементов проведения доказательных рассуждений при решении задач, оценивание логической правильности рассуждений и распознавание ошибочных заключений. Это повышенный уровень сложности, процент выполняемости всего лишь 1%. То есть эти данные взяты с последнего, буквально с прошлого года. Эти данные взяты в среднем по региону. Конечно, если мы будем говорить в зависимости от учебных заведений, от городов, которые писались, конечно, процент где-то выше, где-то ниже. В среднем по региону статистика такая. Если сравнить эту статистику с ранними годами решения ОГЭ, выполнения ОГЭ, то можно сказать, что в последние годы, может быть, чуть-чуть, совсем капельку, процент выполняемости чуть-чуть выше. Но в среднем он остается, в общем-то, можно сказать, все равно малоизменяемым и по-прежнему очень низким. Рассмотрим типичные ошибки, которые допускаются при решении различных заданий. Например, при решении задания номер 21. Это отсутствие ОДЗ при решении дробно-рационального уравнения, ошибки при решении квадратного уравнения, в том числе неверная запись формулы корней квадратного уравнения и формулы для нахождения дискриминанта. Допускаются вычислительные ошибки. К вычислительным ошибкам можно напомнить, относится, например, такого типа, как 3 × 2 это 5 и 8 минус 4 это 2. То есть, их же можно отнести, в принципе, и к опискам просто, да, на экзамене, которые влекут за собой сразу же -1 балл. Ошибки в действиях с рациональными числами, незнание правил вычисления, то есть такие маленькие нюансы: -8 плюс 4 равно 4 или -8 плюс 4 равняется 2. В отличие от предыдущего пункта, мы можем сказать, что это уже не являются вычислительными ошибками, это уже фактические конкретные ошибки, которые говорят о том, что ученик не умеет выполнять действия с рациональными числами.
При введении новой переменной t, когда ученик выполняет задание, вводя новую переменную, ученики находят корни x1 и x2, к обратной замене перемены не возвращаются. То есть останавливаются на нахождении корней фактически t1 и t2, но путая переменные, названия переменных, пишут x1 и x2, в результате совершенно фактически неверно выполнено задание. При умножении буквенного выражения на 0 учащиеся получают число, отличное от нуля. Потеря слагаемого при равносильном преобразовании уравнения. Неверное раскрытие формул сокращенного умножения. Описки в записях, неверные знаки плюс и минус. Пропуск переменных и чисел. Ошибки при упрощении буквенных выражений, при приведении подобных слагаемых и при сокращении дробей. Также отсутствие части решения, то есть переход от дробно-рационального уравнения к квадратному, то есть, что мы называем, что была дробь и вдруг исчезает знаменатель, уравнение превращается, иногда либо сводится к линейному, в линейное, либо в квадратное. Записывают необоснованные алгебраические преобразования. Примерная запись корней допускают округление корней, то есть где ответ нужно дать с арифметическим квадратным корнем, то учащиеся пишут приближенные или даже такие моменты, как связанные не с корнями, а, например, с обыкновенными дробями, где число нацело не делится и не переводится в десятичную дробь, ученики пишут приближенное значение. Это недопустимо. Ошибки при решении дробно-рационального уравнения с помощью основного свойства пропорции. Подбирают корни, не показывая, откуда они получаются. Ошибки при сокращении корней. Неверное использование математической терминологии, то есть вместо слова уравнение пишут выражение. Использование математических знаков, не понимая их смысла. Это относится к знакам прежде всего системы и совокупности, скобочки квадратные или фигурные, также знаки следствия и равносильности. Делают ссылки на основное свойство дроби и в дальнейшем этим свойством не пользуются или используются неверно. Невнимательно читают задание, не доводят решение до конца. Вот такие ошибки были выявлены при решении задания номер 21. При решении задания номер 22 это решение текстовой задачи. Отсутствует краткая запись к решению задачи, либо в виде таблицы, также то, что допускается, либо просто обоснования какие-то. Приписывают единицы измерения, не соответствующие данным величинам. Забывают записывать единицы измерения к введенным значениям. Ошибки при переводе одних единиц измерения в другие. Допускают записи вида. Составим уравнения, а составляют выражения и их преобразование, неоднократно используя при этом знак равенства. Не вводят переменные величины, а используют их при составлении уравнений. Путают понятие скорости и времени движения. Допускают вычислительные ошибки. Записывают ответ, используя также знак приближения, то есть приближенного равенства, ошибка подобная, как и в задании номер 21. Используют формулу для нахождения средней скорости без ее вывода, что было на последнем экзамене. Используют неравносильные преобразования при решении уравнений. Находят среднюю скорость движения как среднее арифметическое двух скоростей. Решают задачу, рассматривая только частные случаи. Часто придают величине пути всевозможные значения. 1 километр или 108 километров или другие величины. Место нахождения скорости сближения при встречном движении с суммой используют разность, тем самым меняя характер движения объектов относительно друг друга. Отсутствие перехода от расстояния, пройденного поездом, к его длине. То есть тоже также в последнем, также из вариантов была задача, где нужно было найти длину
ученик использует формулу расстояния, но потом в ответе появляется тоже значение, в котором он трактует уже как длину, как длину поезда. То есть нет данного перехода, что влечет за собой от 1 до 0 балла. Допускаются записи неверных равенств, например, 33 секунды равняется 55% от 1 минуты. Типичные ошибки, которые были допущены при решении задания номер 23. Не учитывают область определения функции при построении графика, не выкалывают точку. То есть это так, в заданиях, где функция задана либо как дробно-рациональная, либо как обратная пропорциональность, либо как кусочно заданная, где область определения влечет за собой как раз правильность выполнения, правильность построения графика. Вместо области определения очень часто записывают ОДЗ. По сути, учащиеся понимают, что суть одна и та же, но неправильно применяется терминология. То есть ОДЗ – это область допустимых значений какого-либо выражения, а область определения – это непосредственно функции. Не показывают нахождение значений параметра m графическим способом, не чертят прямые, например, заданные уравнением y равняется m или y равняется c, как будет задано, или не описывают их построение. То есть необходимо либо графическое изображение, либо описательный какой-то способ решения данного пункта. Отсутствует деление на координатных осях, в результате чего график построен схематично и не проходит через точки, взятые в таблице значений. Запись не соответствует построению. Например, пишут «построим параболу», а строят ее часть. То есть это касается в заданиях, где рассматривается кусочно заданная функция и где каждая из функций, входящих в общую функцию, рассматривается на определенном промежутке, на определенном интервале. То есть ученик ее пишет, то, что рассматривает данную функцию, и неправильно поясняет, что графиком является парабола. Но если быть точным, то это не сама парабола, а только лишь ее часть. Точно так же с линейными функциями и другого типа функциями. Путают линейную функцию с функцией прямой пропорциональной зависимости. То есть мы понимаем, что прямая пропорциональная зависимость можно рассматривать как частный случай линейной функции, но данная функция имеет свое конкретное значение, название, поэтому следует приучать детей, что все-таки нужно называть ее правильно. Допускают ошибки при построении частей графиков линейной и квадратичной функции. Построение части параболы отрезками. А графики или их части проведены не плавными линиями, а очень грубо, угловато. То есть, видимо, это может, конечно, и психологически еще связано. Я считаю, что если ученик волнуется и он думает, что у него получится график небрежный, кривоватый, то он может использовать здесь линейку. Поэтому, конечно, вид графика совершенно не соответствует действительности, так как мы под линейку параболы или гиперболы не строим. Это грубая ошибка. Отмечается отсутствие таблиц значений для построения графиков, либо значения перемены или переменных найдены с ошибками. Отсутствует разрыв графика. Конец первой его части является началом второй. Отсутствие или проверка граничной критической точки, то есть мы ее называем точка склейки, то есть в этих пунктах, о которых я сейчас говорю, это может быть понятие как точка склейки или точка разрыва. Сами названия могут как бы не фигурировать, то есть ученик может не называть их так, но он должен показать, что они присутствуют. Можно назвать это граничные точки, можно сказать критическая точка, можно просто выписать точку и сказать, что в данной точке одна часть графика имеет такое-то значение в данной абсциссе, а другая часть графика другое значение, то есть появляется некий разрыв. Неверное название или отсутствие названия функции ее графика.
Отмечается построение части графика функции, не являющейся линейной, по двум точкам и наоборот. Построение части графика линейной функции по трем и более точкам. Ну, здесь хочется сказать, что да, действительно считается грубой ошибкой, если график линейной функции будет у учащегося представлен с помощью таблички, в которой будет 3 и более точек. 3 точки в табличке для линейной функции допускаются, если третьей точкой является как раз вот эта граничная критическая точка, которая выходит либо точкой склейки, либо точкой разрыва. То есть она может быть взята, может быть даже она должна быть взята как третья точка в табличке для линейной функции. Также она должна фигурировать и в табличке для другой функции. Допускают ошибки при словесном описании функции, например, при нахождении вершины параболы значения абсциссы и ординаты называют средними точками. При вычислении координат вершины параболы используют несуществующие формулы. Ну, это просто говорит о незнании формул. d равняется b умноженное на a, где b и a это коэффициенты. Допускают небрежность в написании функции. Например, функцию вида y равняется минус x минус 6 учащиеся записывают просто как выражение x минус 6 или минус x минус 6, то есть пропуская, теряя y. И данное выражение почему-то называют функцией. Производят неверную запись параметра в виде двойного неравенства или промежутка, допуская записи вида, что m находится в промежутке от минуса 1 до минуса 2. То есть m больше, чем минус 1 и в то же время меньше, чем минус 2. Или же в круглых скобочках используют запись от минуса 1 до минуса 2, что это фактически это грубейшая ошибка, это является неверным. Выписывают не все значения параметра при выполнении второй части задания 23. Типичные ошибки, которые допускаются при решении геометрических задач, я объединила их все, потому что здесь, в общем-то, можно не говорить о том, что какие-то различные ошибки задач номер 24 или 25 или 26, это все как бы единая задача геометрическая. Значит, какие здесь, конечно, побольше получилось при анализе ошибок. Отсутствие чертежа к решению геометрической задачи или чертеж не соответствует условию задачи. Например, речь идет о трапеции в дано записано как трапеция, или же в условии задачи, а ученик изображает параллелограмм. Также сюда можно отнести и пустые чертежи, то есть изображен треугольник, более на нем ничего не отмечается, зачем он изображен, то есть он не работает, он не информативен. То есть это тоже является ошибкой. Ошибки в чертежах. Обозначение разных углов одинаковыми дугами. Ну, то же самое можно сказать и равенство там соответствующие или неравенство в соответствующих элементах, например, сторон в четырехугольнике или в треугольнике. Отсутствие дано или его части. Например, длины отрезков не записаны в условии и не показаны на чертеже. То есть необходимо, если в дано ученик не отражает всего условия, ну, в силу каких-то причин, там, то он должен тогда как бы компенсировать это, работая с чертежом, то есть на чертеже. То есть если не записано, что какая-то сторона равняется какой-то стороне, например, задачи, то это должно быть отмечено обязательно на рисунке. Сторона, там, допустим, АБ равна стороне СД. И тогда это зачтется и будет понятно преподавателю, что это все есть в условии, что это учитывается. На чертеже неверно определяют центр описанной окружности. Обозначают накрест лежащие углы одной заглавной буквой. То есть в четырехугольниках, например, ну или даже если не связано это с четырехугольниками, конечно, мы знаем, что одной заглавной буквой можно обозначить только угол в том случае, когда это безупречно рассматривается вот только он и он. Если можно в данном случае рассмотреть, например, угол Б и с одной стороны, и с другой стороны, и с третьей стороны, то есть там непонятно, про какой угол идет речь, то это уже влечет за собой ошибку. Не записывают обоснования к действиям геометрической задачи,
Отсутствуют ссылки на свойства, признаки, теоремы. Также можно сказать, что путают, что это определение или признак. Ну, чаще всего вот хотя бы вот это, например. Допускают ошибки в пояснениях. Например, используют признак равностороннего треугольника, а записывают по определению. В треугольнике все углы по 60 градусов, значит треугольник равносторонний по определению. Стороны треугольника, вписанного в окружность, называют диаметром, а по условию задачи треугольник не содержит прямой угол, значит он не может быть диаметром, то есть данная сторона. Пропускают части решения, например, не доказывают, что треугольник является прямоугольным, а сразу применяют к нему теорему Пифагора. Допускают ошибки в пояснениях, например, используют теорему Пифагора, а называют ее теоремой Виета. Алгебраические преобразования выполняют с ошибками, например, из выражения bc умноженное на синус а, то есть сторона bc умноженная на синус угла а равняется 2r, следует, что сторона bc находится как произведение 2r на синус угла а. Допускают ошибки при нахождении основных тригонометрических функций основных углов. То есть это для 30-60 градусов, синус, косинус в основном. При словесном обосновании действий допускают фразы вида «два угла лежат на одной стороне». Путают названия углов. Например, односторонние углы при боковой стороне трапеции называют смежными или соседними. Вместо накрест лежащего смежный угол или вместо вертикальных односторонние. Иногда решают задачи с другими данными. Используют формулы для нахождения радиуса равностороннего треугольника вместо произвольного в случае, когда равносторонний треугольник является частью данного. Путают признаки равенства треугольников с признаками подобия треугольников. Используют несуществующий признак равенства треугольников по трем углам. Либо признак формулируют неверно, например, по двум углам и стороне между ними. Правильно звучит этот признак по стороне и двум прилежащим к ней углам. При доказательстве равенства элементов записывают неграмотные обоснования. Не указывают признак, по которому доказывают равенство треугольников. Производят подмену геометрических понятий, путают отрезок и прямую. Не указывают параллельные прямые, при которых накрест лежащие углы равны, либо секущую не указывают, при которой накрест лежащие углы образованы, либо неверно указывают пары накрест лежащих углов. Нет обоснования параллельности прямых. Допускают необоснованный вывод равенства двух отрезков, имеющих общую точку, которая является также точкой пересечения диагонали параллелограмма. Частные случаи переносятся на решение общей задачи. Точку пересечения диагонали параллелограмма называют центром или серединой параллелограмма. Применяют ошибочное утверждение о том, что точка пересечения диагонали параллелограмма равноудалена от сторон параллелограмма. Из доказательства равенства определенной пары треугольников делают вывод о равенстве отрезков, не являющихся элементами этих треугольников. Применяют факты, требующие доказательства без таковых. Допускают ошибки в использовании свойств параллелограмма. Отсутствие доказательства подобия треугольников. Неверная трактовка элементов параллелограмма. Так как фигура является параллелограммом, то его основания равны. Отсутствие введения переменной. В случае, когда величину отрезка обозначали переменной. Допускают введение дополнительного несуществующего условия о равенстве боковых сторон трапеции, что в корне меняет решение задачи. Ошибочно утверждают, что одна из вершин трапеции является точкой касания с окружностью. Ну вот как бы вкратце, может быть, там больше, может быть, выписаны мною ошибки, типичные ошибки, которые взяты с последних экзаменов двух. Но в целом, в общем-то, можно
как бы обобщить, может быть, вы еще какие-то ошибки другие выделили бы для себя бы. Какие рекомендации в общем можно посоветовать учителям математики при подготовке к ОГЭ? Ну, впрочем, они даже, наверное, будут теми же самыми при подготовке к ЕГЭ. При годовом планировании уроков нужно отводить достаточное количество времени на организацию повторения материала основной школы. При проведении проверок знаний учащихся чаще использовать материалы и инструментарий, используемые в формате ОГЭ и ЕГЭ. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности для организации индивидуального и дифференцированного обучения школьников, продумать систему работы со школьниками, имеющими разный уровень математической подготовки, изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки выпускников, направленных на формирование умений решать задачи высокого уровня сложности, возможно, через систему уроков, а также через курсы по выбору учащихся. Активнее использовать информационно-коммуникативные технологии при проведении учебных занятий и при подготовке к экзамену. Перенести акцент со знаниевого компонента на проверку овладения ключевыми предметными компетенциями, развивать практическую математическую компетентность выпускников. Больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или новой для ученика ситуации, чаще использовать задачи практического содержания. Больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся, умение находить и анализировать информацию, умение работать с различными источниками информации, умение найти более рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при решении примеров и задач. Больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся, что будет способствовать формированию умений решать задачи. При организации и проведении уроков обязательно обращать внимание на оформление решений. При подготовке к экзамену обязательно изучить демо-версию и планировать повторение с учетом наиболее сложных тем. Познакомить школьников с критериями оценивания экзаменационных работ. Ну, вот как бы эта общая часть такая вот у меня подходит к концу, и я хотела бы хотя бы, может быть, вкратце, не знаю, сколько времени еще есть, да, вкратце, может быть, как-то прокомментировать те задания. В любом случае, как бы эта презентация будет в вашем распоряжении, это, может быть, можно будет более подробно рассмотреть и использовать в своей работе. То есть я здесь поместила на слайды, я предлагаю, то есть, ну, как бы немножечко, может быть, из опыта моей работы. Я предлагаю учащимся решение одной же задачи различными способами, будь то, например, хоть уравнение, хоть задача по геометрии, хоть текстовая задача, потому что все равно такие способы можно выделять. Это можно и как мозговой штурм устраивать, можно просто как накидывание идей, а потом можно проработку делать уже более конкретно, можно остановиться на каких-то определенных способах, записывая не все способы. Ну, вот здесь вот у меня отмечено 21.1, 21.2, да, то есть я предлагаю как бы чем-то, где незначительное, может быть, идет изменение. Потом проработку с детьми полезно как бы проанализировать, что ли, что было использовано при решении той или иной задачи. Например, разложение на множители, выделение неполного квадрата двучлена, разность квадратов двух выражений, произведение двух множителей равно нулю, в каком случае. Желательно, чтобы это проговаривалось, ну, вот я здесь не стала дописывать, то есть это все ответы, как бы, может быть, мнение учеников. То есть произведение двух множителей равно нулю, тогда и только тогда дети говорят, когда каждый из них равен нулю. Но на самом деле, как бы более старшим классам, если готовить учащихся, то нужно проговаривать еще оставшуюся часть, и когда корни одного не противоречат корням другого. Решение квадратного уравнения с помощью формулы дискриминанта и корней квадратного уравнения.
Решение неполного квадратного уравнения вида х в квадрате равняется а. Решение линейного уравнения с переносом слагаемого. Это вот то, что сбоку здесь написано. Это мы с учениками набросали при решении вот этих двух способов, которые незначительно, но все-таки отличаются друг от друга. Вот, 21.3 это все то же самое уравнение. Здесь я вот уже выделила другой способ, да, то есть здесь у нас решение введение новой переменной идет, решение приведенного квадратного уравнения по теореме, обратной теореме Виета. И учеников нужно требовать, чтобы они все-таки ее прописывали чуть-чуть, то есть это несложно. Произведение корней равняется какому числу будет в этом уравнении, и сумма корней какому числу равняется. Затем, вот под звездочкой я сделала сноску, то есть как бы способ, в общем-то, практически тот же, но я предлагаю корни найти не по теореме, обратной теореме Виета, а по свойству коэффициентов, которые тоже немножечко нужно расписывать, как бы это несложно. Вот здесь на этом же слайде, например, как бы работая если с учеником, то здесь можно тоже акцентировать внимание как бы на его внимательность, сказать, ну вот здорово, первый способ прорешали, все до конца, все отлично, второй способ я предложила и ну вот сказала, все, у меня t1 равно минус 1, t2 равняется 3, все, как бы можно ли считать, все ли в порядке, то есть я здесь и не пыталась его дорешивать до конца, но можно, чтобы дети озвучили, например, и сказали, что уравнение не дорешено, что стоит его продолжить, потому что не сделана обратная замена. То есть это типичная ошибка у учащихся при замене, при введении новой переменной. Здесь уже другого типа уравнения. Чаще всего все-таки как бы в 21 задании, чаще всего и в тренировочных, и на экзаменах вводится, предлагается решение уравнения того или иного. Вот. Здесь также рассматриваются разные способы. Вот, тоже несколько, уже здесь 3 способа. Так, здесь тоже уже, здесь я предложила решение неравенства, тоже также проработали перенос слагаемого из одной части неравенства в другую, разложение на множители способом группировки, решение неравенства методом интервалов, то есть через введение функций, нахождение нулей функции. Дальше также, как находятся нули функции, опять выходим на правило произведения двух множителей равно нулю, определение знака функции на промежутках, то есть требуется все-таки показать, откуда знаки появились. При оценивании работы у учащегося, когда это отсутствует, то тоже могут возникнуть проблемы. Поэтому приучаем их к правильному оформлению сразу же через решение вот таких вот задач. На нижний образец решения того же неравенства, но уже методом параболы. Вот, можно сопоставить, можно с учениками поговорить, там, что проще, что удобнее, что более эффективнее. И запись ответа, то есть обязательно нужно записывать ответы и делать акценты на это, и ответ записываем в виде промежутка. Так, здесь вот то же самое другими способами. Здесь уже я показала, используя символику вот эту вот в виде систем, совокупностей. Но как вот когда я говорила о типичных ошибках, что ученики допускают ошибки при неправильном использовании вот этих вот элементов логики. Если учащийся не ведется курс математической логики и программа не предусматривает знание данных элементов, то и не надо даже пытаться ученикам показать и навязать вот эту вот красивость. Вот мы показываем, и то в лицее выборочно получается, что те учащиеся, которые не могут все-таки, сложно им разобраться, увидеть разницу, где совокупность, где, например, система, и как правильно это все записывать красиво, то не надо настаивать, и есть другие способы оформления. Так, задачи по геометрии вот в том же ключе, то есть тоже задача 24. Значит, что вот по этой задаче я хотела сказать? Значит, есть задачи, в которых вот требуется найти, например, расстояние, то есть там не указано, например, найти отрезок АБ или отрезок СД, то есть вопрос сформулирован.
Все-таки необходимо, чтобы это не звучало сразу в открытой, найти отрезок, там, допустим, ОН или ОМ, а в первом пункте решения задачи ученик должен проанализировать и подойти к этому, почему он считает, что именно этот отрезок надо было искать. То есть нужно немножко расшифровать, я так это называю. Так как расстояние от точки до прямой – это перпендикуляр, проведенный от этой точки к данной прямой, следовательно, расстояние от центра О до стороны АБ – это есть отрезок ОМ, который будет по условию равен 24, так как где ОМ – это перпендикуляр КБ. Аналогично с ОН. Ну и тогда уже все понятно, как бы задача уже приобретает более такой конкретный вид. Если это не написать, то это тоже может повлечь какие-то неприятности при оценивании. Вот. Здесь также эта задача дана несколькими способами, то есть есть способ, который может быть более долгий, вот этот, например, но он, как бы ученики его быстрее видят, потому что теорема Пифагора, как обычно, в глаза быстрее бросается, вот, и есть способы более, для меня, более рациональные, то есть вот этот способ через рассмотрение пары подобных треугольников, пары равных треугольников, которые, в общем-то, глаза на первый раз в глаза не бросаются, но если проанализировать, то здесь явно есть пара равных треугольников, и на основе вывода, что следует из равенства треугольников, сразу делается вывод, чему равняется тот неизвестный отрезок, который нам нужен. То есть здесь нет тех громоздких вычислений, которые при первом способе, детям тоже надо об этом говорить, что меньше вероятности, то есть здесь вообще нет вероятности, что они допустят вычислительную ошибку по сравнению с первым способом. Вот, то есть это красивый способ. Значит, вот пример такой задачи. То есть зачем эту задачу? Потому что эта задача кажется очень легкой. И тут, как я иногда говорю с учениками, хочется кричать ответ сразу же. Но так как мы оформляем эту задачу, предлагаем развернутое решение, значит, нужно обосновывать каждый мелкий шажок какой-то. И поэтому я вот здесь вот подчеркнула основные шаги, которые, наверное, чаще упускают ученики из виду и, как само собой разумеющийся факт, сразу делают выводы и находят данные. То есть задача очень коротко решается, нет обоснования. Это влечет собой тоже от единицы до 0 баллов, то есть в зависимости там, насколько будет недообосновано. Так, задача 25, тоже задача простая очень, поэтому тоже здесь я показала, как можно все-таки более подробно оформлять и показывать пояснения, что можно давать пояснения и ссылки, если это, там, например, то есть важно ссылаться на что-то, какой-то факт, например, по определению или по признаку, там, по свойству. Вот. Либо можно, если вот этой терминологией не пользоваться, но лучше ею не воспользоваться, чем это перепутать, например, определение с признаком. Лучше просто своими словами в скобочках так, как это, то из этого будет следовать вот это. Это меньше опасности, чем если перепутают они определение с признаком или свойством, например, сам термин. Затем, я в своей практике использую задачи, вот здесь, в общем-то, тоже решение, даже, может быть, не решение одной задачи разными способами, а как бы в одной задачке можно решить очень много-много всего. То есть можно начертить. Здесь это я взяла из одного из сборников. Очень хорошо показано на примере равностороннего треугольника, равнобедренного и прямоугольного. И предлагается в задаче найти, вот зная одну сторону, найти периметр, высоту, площадь, радиус вписанной, длину вписанной окружности, площадь. То есть буквально вот здесь 10 пунктов. И заканчивая площадь четырехугольника, который там затем появляется. То есть задача достаточно интересная, но кто будет пользоваться вот этой вот моей презентацией, здесь опечатка в условии, то есть вы это можете легко понять, то есть там в пункте 7 и 8 радиусы вписанной и длина вписанной, как и как бы в первых пунктах, но из решения все понятно. Так, хорошо. Я вот сейчас вот так вот прокручу.
Вот, очень полезно такие задачи. То есть у детей формируется какое-то понятие целостности, и заодно повторяется очень большое количество материала, большое количество формул. Также можно такие повторительные моменты делать, как, например, все, что мы знаем про медиану, все, что мы знаем про биссектрису. Так, здесь я поместила вот такие, еще можно рассмотреть скрины работ, то есть это у ученика я переписывала, чтобы почерк был более понятен. И я даю, значит, вот такие замечания. Например, задача не решена. Почему? Какие замечания здесь я даю? То есть задача не решена, на языке эксперта это 0 баллов получается. Вот я здесь не стала так писать, и ученикам так я не ставлю баллы, потому что это плохая практика вообще. Надо просто объяснять, аргументировать, какие ошибки, какие недочеты здесь у него допущены, и что, в общем-то, нельзя засчитать задачу, несмотря даже на правильные ответы к задачам. Так, ну вот здесь вот много таких. Ну, я хочу очень быстренько сейчас еще, да, продемонстрирую, что каким материалом могут воспользоваться. Значит, я здесь на презентации на одной сделала скрины сервисов, которые я использую, начала использовать, я учусь, каких-то я уже немножечко знаю, какие-то я использую при дистанционном обучении, так как мы сейчас вынуждены просто перейти на дистанционное обучение, и как практика показывает, что невозможно это дистанционное обучение подменить только одними выполнением тестов, то есть выполнять тесты, не изучая, не показывая ребенку, как изучать новый материал, это не есть хорошо, поэтому нужно все равно проводить какие-то видеоконференции, как семинарские занятия. То есть для этого можно использовать некоторые сервисы. Ну вот здесь я показала, значит, плюсы-минусы. То есть, естественно, у нас в основном очень много платного. У нас, наверное, ничего нет сейчас бесплатного, но есть какие-то версии на какое-то время работают бесплатно. Например, если видеоконференцию проводить для 2 человек, то функционал бесплатный. Если для 100 человек, то он будет очень дорогой уже. Вот так, вот Zoom тоже неплохая, как бы такая, неплохой такой сервис. По сравнению с первым, он, наверное, может быть, он более бесплатный, кажется, то есть можно для класса мы проводим такое, но интерфейс как бы более проблематичен по сравнению с первым. Но разобраться можно, научиться можно. Здесь вот тоже преимущества, недостатки. Затем, конечно, Skype, никто это у нас не отнимет, вот эту возможность в Skype работать. Вот. Затем на Я-классе я работаю. На Я-классе очень удобна тестовая форма. Ну и также есть большой материал, который можно в качестве теоретического предлагать для самостоятельного изучения. Вот это у меня, ну, здесь скрины сделаны из моих работ. То есть как я работаю. Ну, очень хорошая система, мне нравится. Вот. И также, ну, Foxford предлагает тоже, сейчас очень много сервисов предлагают свои услуги, и очень много бесплатных услуг таких. Ну, может быть, они тоже ограничены. Значит, вот, что можно порекомендовать. И сейчас я пытаюсь изучить еще, ну, эко-класс это, конечно, больше для биологии. Пытаюсь изучить сейчас еще, как можно ВКонтакте проводить также видеоконференции. Это возможно сделать. Ну, вот как-то так. Вот, значит, сейчас еще быстренько покажу, какие документы. Практикоориентированные задачи в курсе математики можно воспользоваться. Это чтобы научиться готовить и решать детям первые 5 задач, вот этих первые 5 опасных, коварных задач. И вот здесь небольшой наборчик этих задач. Я думаю, что он тоже будет не безинтересен. Ну вот, и да, также есть моя старая презентация, кто у меня на курсах был наочных, то, ну, с этой презентацией знаком. Здесь тоже также есть образцы оформления задач, я специально это не набирала, а как бы своей рукой писала, вот, ну, можно воспользоваться. Ну, вот. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, я хочу поблагодарить Марию Анатольевну за столь хороший, практически полный материал. У нас достаточно мало времени, всего лишь час было. 1 апреля, я надеюсь, мы возьмем побольше времени для того, чтобы рассмотреть подготовку государственной итоговой аттестации. Ну, я надеюсь, что вы работаете с обучающимися, готовитесь к экзаменам. Это нужно даже в тех условиях, в которых
которых мы сейчас находимся. Ну и я очень хочу, чтобы вы использовали те ресурсы, которые предлагают в том числе и Институт развития образования для организации дистанционного обучения. Спасибо, спасибо всем, Марина Анатольевна, вам.